بسم الله الرحمن الرحيم Поистине, жизнь остающаяся и благая жизнь, жизнь вечная, это последняя жизнь. Сказал Всевышний Аллах: мирская жизнь всего лишь потеха и игра, а последняя обитель — это настоящая жизнь, то есть постоянная жизнь, если бы они только знали это. Это один из видов людей. И поэтому вы видите, что мирская жизнь является самой главной их заботой. Они довольствуются из-за нее и гневаются из-за нее, и трудятся для нее, а также тратят свою жизнь в стремлении получить ее. А что касается жизни последней, то они отворачиваются от нее или не имеют большого желания совершать дела для нее, даже если они веруют в нее. И поэтому сказал Всевышний Аллах: но большая часть людей не знает этого. Они знают о мирской жизни только явное, и они беспечны к жизни последней. Мы не говорим, чтобы человек не стремился приобрести удел, не пользовался тем, чем наделил его Аллах. Аллах Всемогущ, Он и Возвышен, говорит: ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит тех, кто излишествует. Сказал Всевышний Аллах: скажи, кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал своим рабам, и прекрасный удел? Скажи, в мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в день воскресения они будут предназначены исключительно для них. Так мы разъясняем знамения людям знающим. Нет ничего страшного в том, чтобы человек старался получить дозволенный удел, и нет ничего плохого в том, чтобы человек получал удовольствие от того, чем наделил его Аллах, без излишества и высокомерия. А важнее всего этого, чтобы это помогало ему в подчинении Аллаху. Он использует то, чем наделил его Аллах, в подчинении Аллаху. Мирская жизнь является местом выращивания для последней жизни. И она подобна верховому животному, которое доставит тебя до последней жизни. И порицают того, для кого мирская жизнь является самой важной заботой. И он не обращает внимания ни на что, кроме нее. И поэтому данный вид людей не обращает внимания на дозволенное и запретное. Не обращает внимания на то, откуда берет имущество, не обращает внимания, откуда приобрел его, из дозволенного или запретного. Такой является спутником мирской жизни. И поэтому сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха: пусть раб роскошных одеяний погибнет. Если ему дано, то он доволен, а если не дано, то гневается. Такой сделал эту жизнь тем, чего он желает, и самой важной заботой, думая, что счастье в ее приобретении. Поэт говорит: клянусь, не является счастьем накопление имущества, однако богобоязненный является счастливым. Однако богобоязненный является счастливым. И богобоязненность является лучшей провизией, а у Аллаха для богобоязненных добавка. Это один вид. Следующий вид желает приобрести блага мирской жизни и жизни последней. Они не ограничиваются только стремлением и просьбой последней жизни, однако стремятся к благам мирской жизни и последней. Но среди них есть такие, которые говорят: Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне. Они объединили в их мольбе, чтобы Аллах даровал им блага мирской жизни и жизни последней. Именно они являются обладателями счастья.
Аллах Всемогущен и Велик сказал: верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. Которые поступали праведно, праведный поступок — это тот, в котором присутствуют два условия. Первое из них — это искренность по отношению к Аллаху Всемогущен и Велик, чтобы в поступке не было проявления многобожья, ни большого, ни малого. А если в нем будет проявление многобожья, то Аллах не примет его и вернет этот поступок к тому, кто его совершал. Как пришло в хадисе Аль-Кудси, то, что Аллах Велик Он и Возвышен сказал: «Я менее кого-либо нуждаюсь в соучастии. И кто совершит какое-либо дело, предавая мне в нем сотоварища, то я оставлю его и его многобожье». А в другой версии, то это для того, кого он приобщил мне в сотоварищи, и я не причастен к этому. Это первое условие — искренность по отношению к Аллаху Всемогущен и Велик. Второе условие — следование за посланником, мир ему и благословение Аллаха, чтобы в этом поступке не было новшества и выдумки. Однако, чтобы он соответствовал сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение, для того, чтобы это дело считалось праведным. А если поступок будет противоречить сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение, то он будет недействителен и отвергнут. Сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха: кто ввел в наше дело то, что не из него, то это будет отвергнуто. То, что не из него, он тот, кто ввел это. И это не пришло от посланника Аллаха, мир ему и благословение, даже если он считает это хорошим и видит в этом благо. Нет, это зло. Кто ввел в наше дело, то есть в эту религию, то, что не из него, то это будет отвергнуто, то есть не принято от него. А в другой версии, кто совершил поступок, на который нет нашего указания, то он будет отвергнут. Даже если не он ввел его, однако он совершил его, его ввел другой, а он совершил его, это дело не будет принято от него. И не имеет значения, он ли тот, кто внес его, или внес кто-то другой, а он последовал за ним и наследовал это от нововведенцев, то поистине это не будет принято. Это не принесет никакой пользы тому, кто совершил это, как бы он ни утруждал себя. И эти два условия, искренность и следование, относятся к значению свидетельства «нет божества, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник». Значение «нет божества, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха» заключается в том, чтобы ты совершал поступки искренне, ради Него, и оставил поклонение кому-либо наряду с Ним. А значение свидетельства «Мухаммад его посланник» заключается в том, чтобы ты подтверждал его посланническую миссию и подчинялся ему в том, что он приказал, и оставил то, что он запретил, мир ему и благословение Аллаха. И объединяет эти два условия слова Всевышнего Аллаха: «О нет, кто покорил свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены». Покорить свой лик Аллаху — это искренность. Совершая добро, то есть следует за посланником, мир ему и благословение Аллаха. И если дело соответствует сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение, однако оно не является искренним ради Аллаха, то оно не будет принято. Точно так же и наоборот. Если дело является искренним ради Аллаха, однако оно противоречит сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение, то оно также не будет принято. И поэтому сказал Аллах Всемогущен и Велик: «Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше». Он сказал, чьи деяния окажутся лучше, а не сказал, чьих дел окажется больше. Потому что значение имеет небольшое количество, однако имеет значение качества, чтобы дело было хорошим.
чьи деяния окажутся лучше. Воистину, все, что есть на земле, мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Он не сказал, чьих дел окажется больше. Большое количество, если не будет являться благим, то оно не будет принято. Чьи деяния окажутся лучше. Фудейля ибн Ияда, да помилует его Аллах, спросили: «О Абу Али, что означают слова «чьи деяния окажутся лучше»?» Он сказал: «Самый искренний из них и самый правильный». И поступок, даже если и является искренним, но не является правильным, не будет принят. И если он правильный, однако не является искренним, также не будет принят. И это будет до тех пор, пока не будет искренним и правильным, с этими двумя условиями. И эти избранные являются теми, кто понял цену этой мирской жизни и понял, что она является проходящей, и то, что она является местом выращивания для последней жизни, и они использовали ее в подчинении Аллаху Всемогущен и Велик. Сказал поэт: «Поистине у Аллаха есть рабы проницательные, оставили эту жизнь и побоялись ее искушений, посмотрели на нее, и когда увидели, что она является пучиной, сделали праведные дела судном». Это и есть мирская жизнь.